Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах этого часа. Готовятся к открытию. Зимние автодороги Якутии планируют открыть раньше установленных сроков. Сделано в России. До конца этого года в стационары поступит первый отечественный препарат для лечения COVID-19. Беспрецедентный случай. В балетной школе наградили молодых ребят званием «Отличник культуры республики». В Якутске ввели в работу новую головную газораспределительную станцию. Новый объект заменит устаревшую станцию, построенную в 1967 году. Станция имеет производительность 300 кубометров в час и открывает новую возможность для газификации столицы республики и пригородов. Также объект станет посильной помощью при реализации программы «Социальная газификация». Станции будут снижать давление природного газа, подаваемый из системы магистральных газопроводов потребителям Центрального района. Также будет коммерческий учет расхода газа, подготовка, сушка и утилизация. Для нас очень важно, что эта станция скоординирована с тем, что мы строим сейчас газофракционную установку, которая будет введена в июне следующего года. Будет увеличено количество производимого пропан-бутана в 2 раза. Мы будем производить 14 тысяч тонн в год. Это опять-таки развитие газомоторного топлива. Сейчас автономная газификация очень активно ведется потребителями, как частными, так уже и предприниматели начали автономную газификацию делать. Это тоже даст возможности дополнительные для развития. Сезонные автодороги республики в зимний период планируют открыть в конце ноября – начале декабря. Так, ледовую переправу Хатасы-Павловск грузоподъемностью до 3 тонн намерены открыть 10 декабря и далее постепенно по мере искусственного наращивания льда. Федеральные ледовые переправы через реку Вилюй на дороге Вилюй и через реку Алдан на дороге Колыма планируют открыть в первой декаде декабря до 10 тонн. Автозимники, проходящие через территории Нижнеколымского, Среднеколымского и Верхнеколымского районов, планируют открыть раньше установленных сроков. Перейдем к эпидобстановке. За последние сутки на территории республики выявлено 288 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 145 приходится на Якутск, в Мирнинском районе 18, в Алданском 15. В Нерюнгринском районе 12 случаев, в Алекминском 11, в Намском и Сунтарском районах по 9 заболевших, в Нюрбинском 8, в Усть-Алданском и Хангаласском по 7. И еще в 14 районах зафиксировали от 1 до 6 заболевших. Между тем, первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения коронавируса Ареплевир прошел регистрацию и до конца этого года начнет поступать в стационары. Полномасштабное производство препарата начнется в декабре 2021 года. Отмечается, что разработчику первым в мире удалось создать инъекционную форму, а субстанция представляет собой нерастворимый порошок. Исследования подтвердили эффективность и безопасность нового препарата при его применении в стационарах. В компании также добавили, что Ареплевир стал одним из новых отечественных препаратов для лечения коронавируса, анонсированным Владимиром Путиным в ходе недавнего совещания. К другим темам. В Якутском музее имени Ярославского проходит выставка «Первая цифровая перепись населения». На стендах можно увидеть, как менялась экипировка переписчиков, фирменные портфели, шарфы и головные уборы. В 2021 году в обязательный перечень оснащения переписчиков уже вошли маски, перчатки, антисептики и светоотражающие жилеты. Первая в истории России цифровая перепись населения проходит с 15 октября текущего года по 14 ноября. Переписчики заполняют бланки по большей части в электронной форме на специальных планшетах. Кроме того, впервые жители России могут переписаться самостоятельно на портале госуслуги. Также пройти процедуру переписи можно и на стационарных участках. В республике стартовал фестиваль науки «Наука 0+,» который пройдет в онлайн-формате. В этом году будет рассмотрено более 230 самых различных тем, от генетики до освоения космоса. Подробнее расскажет Надежда Саханская.
«Наука 0+» – всероссийский фестиваль науки, ежегодно проводимый с 2013 года. Главная цель фестиваля – популяризация науки среди аудитории всех возрастов, о чем в частности говорит его слоган «Наука 0+, наука для всех». В научном фестивале нет, там не то, что самый интересный момент, а, наверное, его самая главная цель – это вовлечение молодежи в науку, чтобы наука стала массовой и, наверное, в Якутии выросло то поколение, которое будет двигать науку в будущем в республике. Молодое поколение активно принимает участие в фестивале. Мероприятие проводится в Якутии уже в 9-й раз, и главным оператором выступает Северо-Восточный федеральный университет, в котором 2021 год объявлен годом молодого исследователя. В нашем университете 2021 год объявлен годом молодого исследователя. Это говорит о том, что наш университет уделяет огромное внимание подготовке молодых исследователей, подготовке научных кадров высшей квалификации. И здесь, безусловно, важно, чтобы школьники со школьной скамьи понимали важность и необходимость научных исследований. Рассказать в доступной и интересной форме о последних достижениях науки, а также познакомить с прорывными исследованиями во многих областях – вот задача фестиваля. Принять участие в мероприятии в качестве слушателя может каждый. Науке все возрасты покорны. Именно поэтому фестиваль «Наука 0+» не имеет возрастных ограничений. К слову, он продлится 3 дня в дистанционном формате, куда может подключиться любой желающий. Здесь каждый найдет себе пищу для ума и темы для вдохновения. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск. Айхальская команда победила в марафоне женской инициативы в развитии территорий. Жюри конкурса выбрали самые интересные программы по улучшению моногородов. Айхальцы в конкурсе участвовали дистанционно. Волонтеры, предприниматели и работники местной администрации поделились опытом реализованных идей в поселке. А для конкурса жительницы Айхала провели фотовыставку, издали книгу о молодежи и выпустили серию интервью о женщинах Севера. Диплом победителя марафона главе поселка Галие Петровской вручил Айсен Николаев. Наше участие в данном марафоне длилось ровно год. И за этот год мы провели не одно очень яркое мероприятие. Одним из самых запоминающихся, конечно же, стала акция «Айхальская ромашка». Более 10 семей посадили цветы на главных клумбах поселка Айхал. Очень хорошая и значимая цель, которую мы преследовали в этой акции, была популяризация семейного досуга, пропаганда экологии. В Якутской балетной школе имени Аксении и Натальи Посельских состоялось чествование победителей международных конкурсов студентов 2-го курса Алисии Пак и Ивана Одинцова. Главной наградой для молодых и талантливых ребят стало присуждение им звания «Отличник культуры республики». Получение столь высокого звания в юном возрасте – беспрецедентный случай в истории якутского балета, которому предшествовал многолетний упорный труд юных артистов. В закулисье якутского балета, где зажигаются юные звезды, заглянула наш корреспондент Ульяна Шагина. На хрупких плечах этой юной балерины двойной груз ответственности. Она продолжатель балетной династии семьи Посельских уже в 3-м поколении. Внучка знаменитого худрука Натальи Посельских, благодаря которой на северо-востоке России появилась первая и самая северная профессиональная балетная школа. На мне лежит большая ответственность как династия. Ее нужно продолжать. Но не то чтобы я не хочу, я очень хочу дальше продолжать это. Поэтому в будущем, думаю, какой-нибудь театр, если возьмут, конечно. А так с детства, да, получается? Получается, с детства, да. У нас студия была детская. Ну, туда вот меня бабушка с 3 лет отправила. Когда бабушки не стало, Алисия твердо решила продолжить свои занятия и обязательно достичь творческих высот. Ей еще нет и 18, и уже многое у нее получилось. Список ее регалий невероятно обширен. Это яркие победы в престижных конкурсах не только в стране, но и в мире. И за этими победами, конечно же, стоит огромный труд. В первую очередь при поддержке самых близких людей. Мои родители тоже моя главная поддержка. Они всегда поддерживают, очень глубоко радуются моим достижениям. Ну и помогают мне дальше идти к своей цели. Ну, это очень красивое, самое высокое искусство, но тем не менее требует особо физических, моральных, очень много требований, сил.
Примером для многих является и Иван Одинцов. Совсем недавно он вернулся с невероятными успехами с Уфимского международного хореографического фестиваля. Для юного и очень талантливого студента это только начало его творческого пути. И оно будет связано только с балетом. Да, только с балетом. Что будешь? Какие планы есть? Ну вот сейчас закончу школу, потом хочу попробовать себя за границей, и там уже прославлять якутскую балетную школу, и самое главное, якутский балет. Бабушка Ивана всегда рядом с внуком в зрительном зале. Старается не пропускать его выступления. Именно она привела еще совсем маленького Ванюшу в школу балета, заметив в талантливом внуке тягу хореографии. Ваня маленький был, с ленточками все танцевал. Ну, заметили, что ребенок любит танцевать. В 2013 году я сама лично его сюда привела. И вот Ваня у нас тут танцует. Ему нравится. Тут такой прекрасный коллектив. Вообще, столько вот и Ване тоже столько достижений уже. В 9 лет талантливый ученик якутской балетной школы уже вышел на сцену в «Щелкунчике». Сегодня же главная его мечта – станцевать партию Альберта в «Жизели». Такими планами живут юные артисты балета, у которых творческий век совсем недолг. Зато каким он может быть ярким, если вложить в балет всю силу и душу. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. В Хангаласском Лусе обустроили территорию сакральной местности Кулаты. Данная местность расположена за стелой орла по якутским поверьям. Именно там состоялся первый национальный праздник Эсэх. Более подробная информация теперь размещена на специальных стендах. Также появилась карта местности, информационно-указательные элементы и таблички о правилах поведения. Это только первый этап благоустройства Кулаты. Проект подготовили молодые архитекторы из Центра компетенции по вопросам городской среды лета. А реализовали его на средства группы компаний «Утум Плюс». Также администрация Хангаласского Луса профинансировала строительство ограждения местности. Мы разработали такие навигационные указатели, элементы, которые именно олицетворяют вот это священное место, изучили местную богатую историю, общались с краеведами и вышли к такому логотипу, который везде можно сейчас здесь посмотреть. В целом весь проект, он большой, и в будущем мы планируем реализацию через разные программы финансирования. И мы будем курировать. Сейчас УЛУС, получается, планирует отправить дальнейшую реализацию на разные гранты. И о спорте. Со дня основания Республиканской спортивной школы по футболу в городе Нерюнгри прошло 13 лет. 2021 год стал юбилейным для структурного подразделения школы футбола. Свое пятилетие отмечает спальный корпус интерната. Продолжит тему Екатерина Павлова. За время существования школа футбола выпустила из своих стен более 100 мальчишек. Для большинства из них спорт и футбол стали неотъемлемой частью жизни. Желаем, чтобы ваши воспитанники добились успеха, а также хотим пожелать воспитателям здоровья, терпения, благополучия. Здание спального корпуса рассчитано на 80 человек. Созданы условия для бесплатного горячего комплексного питания, медицинского и педагогического сопровождения, отдыха, учебных занятий и организованного досуга. К сожалению, сегодня в связи с ограничительными мерами интернат пустует. Но решается вопрос о возобновлении его деятельности, возможно, со следующего учебного года. С Нерюнгри этими вопросами занимается новый руководитель Николай Ципандин. После окончания учебы все время работал в сфере спорта и с сентября месяца принял предложение Министерства спорта работать и развивать данный вид спорта по республике. В частности, школа наша базируется в Нерюнгри, имеет филиал в городе Якутске. Надеемся, что со следующего года мы запустимся, мы пригласим сюда одаренных детей, футболистов со всей республики и еще рассматриваем вопрос приглашения нескольких детей субъектов Дальнего Востока. В честь пятилетия спального корпуса Республиканской спортивной школы по футболу за профессиональные достижения и долгую плодотворную работу грамотами, дипломами и ценными подарками были отмечены работники интерната и футбольной школы. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. К этому часу это все новости. До новых встреч в эфире на телеканале Якутия-24.